Эфир телеканала продолжит выпуск новостей. В студии Василий Раченко. Коротко о главных темах. Глава Якутии вместе с гендиректором Русгидро осмотрели западные энергообъекты. Главное – обсудили дальнейшее тарифообразование. Непростую задачу поставили перед спасателями в Якутске. Профессионализм демонстрировали в условиях цистерн с горючим и топливом. А удачницы тем временем мерились силой. Там прошли соревнования по кроссфиту. По последним данным Управления ГО и ЧС по Якутску, в пригороде Кангаласы продолжает прибывать вода. До критической отметки остается менее 40 сантиметров. В Якутске за 2 часа вода прибыла на 1 сантиметр, до максимально допустимого уровня более 2 метров. В Табаге, напротив, вода идет на спад. За 4 часа убыло 4 сантиметра. Уровень ниже критического на 1,5 метра. Управление напоминает, что категорически запрещен выезд на острова и низменные части поймы реки. Это опасно для жизни и здоровья. 6 семей эвакуируют из-за затопления дорог в микрорайоне Даркылах в Якутске. Их разместят в здании Якутского промышленного техникума. В пункте временного размещения соблюдаются все меры санитарной безопасности. Об этом сообщила исполняющая обязанности руководителя промышленного округа Евдокия Сидорова. В пункте отведено место под изолятор для болеющих граждан, также открыта комната матери и ребенка. Врачи медицинского центра и сотрудники участковой полиции дежурят круглосуточно в усиленном режиме. К другим новостям. Глава Якутии осмотрел объекты электросетевого хозяйства в Мирнинском районе. Совместно с гендиректором Русгидро Виктором Гхмариным Айсан Николаев в поселке Чернышевский посетил Вилюйскую ГЭС, которая снабжает энергией не только промышленные предприятия, но и жителей западных районов. А в поселке Светлый – Светлинскую ГЭС, которая обеспечивает производственные и социальные объекты Алроса. Стороны рассмотрели вопросы в сфере энергетики, в частности, тарифообразования, возможность перехода западного энергорайона во вторую ценовую зону оптового рынка электроэнергии и мощности. Более 7 миллиардов рублей в этом году предусмотрено на реализацию национального проекта «Демография». В том числе порядка 5 миллиардов на финансовую поддержку семей при рождении детей. Национальный проект направлен прежде всего на формирование здорового образа жизни, повышение ее продолжительности и рождаемости. Стоит отметить, что на сегодня Якутия сохраняет лидирующие позиции по рождаемости, 7-е место среди регионов страны и 1-е место на Дальнем Востоке. За последние 3 года объем средств, предусмотренных на поддержку семей с детьми по линии Минтруда региона, увеличился в 2,7 раза. Уже с начала года у нас получили реальную конкретную помощь в виде ежемесячных выплат, в виде единовременных выплат практически 20 тысяч семей. В рамках национального проекта проходят процедуры ЭКО. И в этом году уже более чем 800 детей зачислены на вновь созданные места в детских садах негосударственного сектора в возрасте от 1,5 до 3 лет. В этом году планируется ввод 8 объектов, 8 детских садов. Планируется ввод 1 объекта социального обслуживания. Это подведомственное учреждение Министерства труда в Вилюйском районе, специализированный дом-интернат. Разберем на конкретном примере. В прошлом году в семье Куличкиных родился 3-й ребенок. С получением статуса многодетной семьи у них появилась возможность приобрести субсидированные авиабилеты. Помимо этого, многодетная семья планирует уже в 2021-м купить квартиру в ипотеку. Поддержку в этом окажет выделяемая государством помощь на 3-го ребенка в размере 450 тысяч рублей. В данное время помощь государства многодетным семьям и вообще семьям с детьми, она колоссальная. На 3-го ребенка я ежемесячно получаю 18 500 рублей. Да, плюс к этому я получаю с работы по уходу деньги. И плюс на 3-го ребенка мы должны получить земельный участок. Количество поступаемой вакцины от коронавируса в Мирный зависит от количества поданных заявок. Об этом рассказали медики Центральной больницы Алмазного края. По их словам, объем и график поставок вакцин в Мирнинский район определяется федеральным Минздравом. Сегодня, как таковой, очереди на прививку от коронавируса в регионе нет, но записаться нужно заранее. Это можно сделать через госуслуги или позвонить в регистратуру поликлиники.
Сама вакцинация проходит в порядке очереди, то есть вся вакцина ставится согласно листам ожидания, согласно заранее составленным спискам. Списки можно подавать как от организаций, так и лично граждане могут подаваться в списке. Также вакцинацию проводим на дому маломобильным гражданам и пожилым одиноким людям. Пожарно-тактические учения в якутской топливно-энергетической компании провели сотрудники МЧС столицы. Сложность объекта в наличии больших объемов горючей жидкости и их пожарной опасности. О том, как спасатели справились с этой непростой задачей, материал Алексея Лукьяненко. После сигнального оповещения в считанные минуты сотрудники пожарно-спасательного гарнизона тут же прибыли к очагу условного возгорания. По замыслу на наливной эстакаде якутской топливно-энергетической компании во время слива топлива произошло разрушение сливного патрубка бензиновоза, что привело к разливу топлива с последующим возгоранием. Целью учения является отработка профессиональных навыков в экстремальных условиях. Учения здесь мы проводим ежемесячно, свои внутренние, согласно плану ликвидации аварий. Там как теоретическое обучение, так и практическое, вплоть до применения первичных средств пожаротушения, оказания первой медицинской помощи, и течи нефтепродуктов, устранение розливов нефтепродуктов. Такие учения проводятся у нас постоянно. Но такие крупномасштабные у нас, конечно, редко. При помощи струйной и пенной атаки участники учений ликвидировали условное возгорание, оперативно справились с поставленной задачей, после чего была озвучена оценка действиям спецслужб. Согласно плану профессиональной подготовки якутского пожарно-спасательного гарнизона проведены пожарно-тактические учения на бензовозную технику ООО «ТЭК». Сложность объекта заключается в наличии больших объемов горючей жидкости и их пожарной опасности. Администрация, пожарно-спасательные подразделения и взаимодействующие службы отработали в полном объеме, оценка удовлетворительна. Такие совместные тренировки позволяют поддерживать уровень готовности работников к устранению нештатных ситуаций на опасном производственном объекте. На учения было привлечено 18 единиц техники и 59 человек личного состава, а также полиция, скорая помощь и другие службы, которые, исходя из ситуации, оперативно и слаженно сориентировались и локализовали условную угрозу взрыва. Алексей Лукьяненко, Илья Сыромятников, Якутск. С началом дачного сезона в Ленске запустили дополнительный пригородный маршрут. Автобус номер 102 делает в день несколько рейсов, чтобы места хватило всем. Довольны ли жители транспортом, выясняла Светлана Балеева. Утро рабочей недели. Довольно прохладно. На остановке, куда вот-вот должен подъехать дачный автобус, уже пассажиры. Погода не мешает садоводам выбраться за город. Дачного сезона они ждали всю зиму. Соскучились по работе. До тепла нужно успеть многое. Работа, она хватает всегда. Тем более на земле. Сейчас и перепахивать надо, и старую листву убирать, и так далее, и тому подобное. Дачный автобус запущен с этой недели. Ездит 23-местный ПАС ежедневно. Отходит от остановки автостанции и доезжает до конечной Сосновой. Время в пути в одну сторону около 50 минут. Маршрут был запущен 4 года назад и сразу же стал востребован дачниками. Пенсионеры ездят, и молодежь ездит все время. Утром, и в обед. Вообще выходные дни очень много народу, люди ездят на дачу. Кто работать, кто отдыхать. Как и в предыдущие годы, проезд остается бесплатным для пенсионеров, ветеранов и многодетных семей. Теперь, признаются садоводы, можно ездить на дачу хоть каждый день. Но у нас машины нет своей, поэтому на автобусе только добираемся. Ждали автобуса, когда начнет ходить. У нас там домик с печкой, поэтому сегодня будем ночевать. Вечерним рейсом завтра уедем домой. Потому что дома стоят помидоры на окошках, их надо поливать. Во-первых, добираться легко, это удобно. И тем более нас, стариков, пенсионеров, возят бесплатно. Расписание устраивает нормально, все хорошо, удобно. Всем остальным дачникам поездка до дачи обойдется в 40 рублей. За крупногабаритный багаж нужно будет доплатить еще 10 рублей. Автобус будет ходить до конца дачного сезона. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. Пункты сдачи ЕГЭ в Нерюнгри готовы на 100%. В этом году экзамен сдают 465 выпускников 11 классов. Государственный выпускной экзамен выбрали 27 нерюнгринцев. Как сообщили в территориальном управлении образования, готовность пунктов проведения экзаменов в Нерюнгринском районе составила 100% по всем правилам и требованиям Роспотребнадзора.
Государственный выпускной экзамен начинается по русскому языку в 9 классах 24 и ЕГЭ математика 25. Также у нас будет ГВ в 11 классе. Начинается старт государственной итоговой аттестации в 11 классах 25 мая. Пишет русский язык и математику 28 мая. И 31 мая начинается единый государственный экзамен, где уже дети будут давать экзамен основной по русскому языку и все экзамены по выбору. Силой померились в поселке Удачном Мирнинского района. Там прошли соревнования по кроссфиту. 6 спортсменов выполнили 3 разных комплекса упражнений. Кто оказался сильнее и выносливее, узнала Кристина Каширина. Воздушные приседания, жим дьявола с гантелями, русский мах гирями. Все это элементы кроссфита. Программа упражнений на выносливость под силу не каждому. Но для многократного призера районных и российских соревнований по разным видам спорта Александра Панкова – это шанс проверить себя. А кроссфит очень интересный вид спорта. То, что здесь нужна большая функциональная подготовка и выносливость, и сила, и координация. И мне это как мой вид спорта. Мне нравится себя проверять по этим качествам. И вообще я бы в школьную подготовку ввел бы элементы кроссфита. Легкие в шоке, говорит самый молодой участник соревнований, несмотря на хорошую физическую подготовку. Самое сложное для меня это, наверное, гири с весами и, грубо говоря, отталкивание от плеча. У меня после травмы восстановления они веса добавили. Единственное, что считаю там недостатком, разные весовые категории, но веса одни. Грубо говоря, там я вешу всего 60, для них это сделать или для меня, тоже все равно тяжело, нормально. Жим дьявола с гантелями оказался самым сложным для участников кроссфита, но все спортсмены боролись до конца. Сейчас стал очень популярно кроссфит в нашей стране, в наше время, и мы привлекаем молодежь, также всех желающих, кто хочет принять участие, и мужчин, и женщин. Днем ранее прошли соревнования по кроссфиту среди женщин. Победительницей стала Светлана Маркова. В планах у Удачнинского отделения КСК проводить подобные соревнования каждые 3 месяца. Кристина Каширина, Ирина Балкова, Денис Сиротин, телеканал «Алмазный край». Самый большой в мире айсберг на днях откололся от Антарктиды. Данные о нем получены со спутника наблюдения Земли Sentinel-1. Согласно информации на сайте Европейского космического агентства, площадь льдины достигает примерно 4320 квадратных километров. Это чуть больше испанского острова Майорка. Ученые отметили, что айсберг, получивший обозначение А-76, имеет длину 170 километров и ширину еще 25. Он откололся от западной части шельфового ледника Роне в Антарктиде и сейчас находится у моря Уэдделла. И к этой минуте все. До встречи в эфире.